Эми бул жерде уже турганыбызга көп болуп кетти, 5 жыл. 5 жылдан бери ушу жерде эмгектенип. Здесь и живем уже 5 лет, всей семьей, с родителями, супругой и с 2 детьми, с братьями и сестрой. Братья меньше интересуются лошадьми. Отец и я обожаем коней. Алмаз Уржанов в свои 25 твердо знает, чему посвятит всю свою жизнь в плане профессии. Тренер жокея Сокульского 54-го госплемконезавода, впервые попробовав себя в качестве наездника, еще будучи подростком, сегодня является ярым фанатиком конного спорта. Вот здесь и живем. Это кухня, где собирается вся семья вечером. С раннего утра мы с отцом в конюшне. Так удобно. И дом, и работа рядом. Легче присматривать за лошадьми, потому что все время о них беспокоишься. В общем, живем всеми мыслями о наших скакунах. Вот, дают кубки такие, дипломы и денежные призы. Эти награды, кубки напоминают нам о том, что чего мы добились. Каждый раз сердце радуется. Старый конезавод находится чуть поодаль. Это относительно новая конюшня, построенная в 85-м. Сегодня конюшня поредела. Славившийся некогда конезавод своими английскими чистокровными потихоньку восстанавливается стараниями энтузиастов. 9 лошадьми спортсменами сегодня могут похвастать коневоды. Это наша конюшня, построена в 85-м году. И вот с тех пор мы ухаживаем за породистыми лошадьми. Конюхи выводят их на дрессировки. Наши лошади уже принимают участие в различных конноспортивных соревнованиях. Это барс. Ему 3 года. В этом году он дебютировал. Чистокровная английская. Родители его тоже призеры. Отец Садом из России. Мать местная. Для скачек предназначена. Чистокровные лошади английской породы в Кыргызстане немного отличаются от своих соотечественниц из Европы. Адаптированные к местному климату лошади не могут сегодня принимать участие в классических видах конного спорта за рубежом, поскольку нет финансирования. Это большие затраты. А потому коней используют исключительно в национальных видах конно-спортивных игр. Сожительствуют курочками яйца. Не то-то лошади съедают. Это дополнительный белок. Вот недавно она заняла 2-е место на соревнованиях в Аксу, но она не чистокровная, высококровная, помесь английской с местной, возможно, сахалтикинской. Говоря о национальных видах конного спорта, кыргызские кочевники, чтобы выявить выносливость коня на то, сможет ли он совершать длинные дистанции, устраивали забеги. Так и образовались игры. Высококровный породада болуп калган үчүн өзү кичине кичирээк, башкалар өзүнүн ровесниктерине караганда бул кичирээк болгондуктан менден да бир кичирээк балдар бар болчу. Поскольку она не чистокровная, а высококровная, она чуть меньше, чем должна быть. А жокеев ей подбирали маленьких. В этом году ее дебют был. Я 9 раз с ней принимал участие на конных спортивных играх, на таких праздниках, как Ноурус. И сейчас, к примеру, у нас много лошадей, которые привозят из-за границы. Они резвее наших, но она набралась опыта и составила серьезную конкуренцию иностранным коням и оправдала расходы на ее подготовку к соревнованиям. Башында байгелерде дистанция кичине жакыныраак болгондуктан тигилердин резвость менен утуп жүрдү. Бул бирок ошол кезде деле байгеде жүрдү. 9 жолу чабылды, 9 жолу чабылганын ичинен бир 2 жолу эле байга келинген жок, калган бит тилинде. Кыдыр аке чоң эме тойлордо 2 жолу экинчи болуп берди. Калгандарында өзүнүн взнос жол кирелерин актап бергенге жарап турду да.
В 1928 году в поселке Хутор, что за Чолпонатой Иссык-Кульской области, был основан 54-й госплемконезавод, где разводили лошадей исключительно английской и ахалтыкинской породы. В 60-е слава о них гремела не только по всему Союзу, но и в Европе. Призовые места и известность на весь мир принесли им скакуны-спортсмены. И в Германии, и во Франции их почитали, так советские коневоды получили признание на мировой арене. Но это романтическая история, которая была связана с историей становления Иссык-Кульского конезавода. В 1905 году под Ташкентом находился кавалерийский полк под управлением генерала Петракова. У него единственная дочь Елена, которая влюбилась в молодого поручика Владимира Пиновского, который только пришел к ним в кавалерийский полк. Генерал не очень-то хотел родниться с низшим по рангу молодым человеком, он запрещал Елене встречаться с Владимиром Пиновским. Тогда они такой звездной ночью, украв лошадей английского жеребца Альбертона, двух чистокровных кобыл Гитану и Лаву, сели верхом и бежали. Приехали они, приехали через Бомское ущелье к нам на Иссык-Куль. И Елена Петракова в дальнейшем, она была как любительница ездить верхом, очень хорошо рисовала коней. В 1926 году, после организации Иссык-Кульского конезавода, Владимира Пиновского советское правительство посылает для организации конного завода под Ташкентом. Но по дороге он заболел тифом, умирает. По его просьбе он был захоронен на Пржевальском ипподроме, а его супруга Елена Петракова продолжила его дело. Она приняла участие в организации Ташкентского конного завода. И она занималась этим делом до последнего дня ее жизни. В 65-летнем возрасте она села последний раз в седло. Развал Советского Союза произошел развал всех предприятий постсоветских стран. Славившийся на весь мир своими лошадьми госплемконезавод в Иссык-Кульской области потерпел крах. Конюшни значительно опустели, многих чистокровных англичанок, лошадей древней ахалтыкинской породы, которых называют небесными конями, пошли под убой. Но сегодня влюбленные в лошадей энтузиасты изо всех сил стараются вернуть конному заводу былую славу и почитание. Бул ат менен кызыккан адамдар өтө көп. Бул деген ушундай бир Кыргызстандын, кыргыз элинин өтө кызыктуу оюндардын бири окшойт дейм. К примеру, сегодня вновь возрождается понемногу конный спорт. Сегодня очень много людей, интересующихся лошадьми. Я считаю, что конные игры – это одно из национальных достопримечательностей кыргызов. Я считаю, что у нас все получится, и мы вновь возродим былую славу нашего конезавода. Ана байгелерин коюшуп, ушуларды уюштурушуп, эметип келатат. Бул жагынан өчпөйт да. Бул өнүккөндөн өнүгүп баратат да. Мисалы мен ушу 7-чи класстан баштап миндим атты. Я с 7-го класса на коне. Учился ездить верхом, потом начал принимать участие на скачках. И вот сегодня мне 25, а я до сих пор по жизни верхом. Это все, что я умею, коневодство. Это моя профессия. Впереди в планах все связано с лошадьми, чтобы взрастить хороших лошадей и принимать участие в конных соревнованиях. Бирок